Ассаламу алейкум. Как ваши дела, Канагат? Готовились дома? Присаживайтесь. Келіңіз, отырыңыз, төрлетіңіз. Канагат, на прошлом занятии я показывал вам хроматическую гамму, помните? Это упражнение нужно обязательно повторять 3-4 раза каждый раз, когда вы берете в руки дамбру. Это поможет улучшить технику движения левой руки. Давайте повторим эту гамму. Понятно. Нет. Теперь посмотрим, как вы освоили технику шертпе. Давайте попробуем. Қағып көрейікші, міне мысалы. Большой палец должен быть вот здесь. Ага, шертеміз. А теперь попробуем вниз-вверх. Хорошо, сегодня мы с вами будем играть этюд. Именно для этого нужно было, чтобы вы научились шертпе. Давайте я сначала сыграю, вы послушайте, потом попробуйте сами. Жетінші перне мен бесінші пернені басады деген, я? Видите, здесь написано, что вам нужны 7-е и 5-е деление грифа. Но смотрите, обычно мы берем их вот так. Но когда вы играете в технике шертпе, нужно использовать гитарный прием. То есть верхнюю струну берем указательным пальцем. Вот так. Правильно. А теперь давайте попробуем сыграть. Отлично! Постарайтесь выучить этот этюд. Если вы научитесь его играть, в будущем сможете исполнять множество красивых произведений, которые основаны на технике шертпе. Таких кюи в казахской музыке действительно много, и у вас появится возможность их освоить. Вам понравилось? Да, очень понравилось. Я буду тренироваться. В вашем исполнении, конечно, звучит лучше, красиво, а в моем еще видно, что я еще руки не привыкли. Ну, техника со временем улучшится. Главное практиковаться. То есть нам с вами нужно много заниматься.